11 февраля ночью в Национальном исследовательском институте хирургии сердца произошел пожар, в результате которого погибло 2 человека, одному из которых было всего 1,5 годика. Как рассказывают очевидцы, пожар начался именно здесь, данного подвала. Огонь поднимался вверх. К сожалению, сейчас мы не можем попасть вовнутрь, так как там работает следственная бригада, которая выясняет причины возгорания. В подвальном помещении одной из комнат находилось оборудование. Как рассказал министр здравоохранения, взорвался довольно-таки мощный аккумулятор, что и повлекло за собой задымление. По предварительным данным был взрыв, по-моему, аккумулятора UPS одного из оборудований, достаточно мощный. Входная конструкция двери выгнута наружу, можно представить, какой был мощности взрыв. И пошло задымление. Охранник сразу побежал, после этого, когда услышал этот взрыв, спустился в подвал, увидел, что идет дым, побежал наверх предупредить врачей, персонал. Все стали быстро эвакуировать персонал, открывать окна. Дым пошел с верхнего этажа. С 5-го этажа, где находится операционный блок. Потом дым стал распространяться на 4-й этаж, где находится реанимационный блок. Я услышал взрыв, звук исходил из подвала. Я сразу сообщил об этом дежурному врачу. Далее мы вызвали пожарных и МЧС. Они приехали и начали эвакуацию больных. Я был там и помогал переносить больных в другие отделения. Как я понял, взорвался щит, который был под замком. У нас к нему не имелось доступа. Как рассказали очевидцы, после взрыва последовал едкий черный дым, как от сожжения резины. Было принято решение об экстренной эвакуации всех пациентов. За короткое время по разным отделениям были эвакуированы 104 человека, среди которых 50 это больные, 19 детей, 32 ухаживающих и 22 сотрудника хирургии. Среди эвакуированных есть пострадавшие от дыма. В основном это сами сотрудники хирургии и ухаживающие за больными. Все они находятся под присмотром врачей. Некоторых уже выписали и им разрешили приступить к работе. Эвакуация совершалась из торцевых выходов через коридор, соединяющий 2 института. Там на 1-м этаже больных разделили, сложных направили в реанимацию, некоторых отпустили домой. Там были пациенты, которые ожидали операцию. То есть многие из них, кто ожидали, некоторые были отправлены домой, некоторые с скорой помощью в другие больницы. Тяжелые пациенты, их было на тот момент 9 человек. Из них 5 детей, 4 взрослых, потом одного взрослого перевели в другое отделение, ему стало лучше. Эти тяжелые пациенты, они послеоперационные. В тот день, 2 дня назад закончена была операция, они были в реанимационном отделении, не их 100. Их оставили в реанимации кардиологии, и до сих пор там они содержатся. В результате пожара погибли 2 ребенка. Младшему было всего 1,5 годика. Дети находились в реанимации после тяжелой операции. Каза болгон 2 бала бул реанимация бөлүмүндө жаңы операция, оор операция болуп өткөн балдар. 2 ребенка, которые погибли, ранее перенесли тяжелую операцию и находились в отделении реанимации. Они погибли после эвакуации. Смерть наступила уже в другом отделении. Одному было 15 лет, второму 1 год и 7 месяцев. Любой пожар можно предотвратить, если строго соблюдать технику безопасности. Такой вердикт озвучил министр чрезвычайных ситуаций. По его словам, в Национальном научно-исследовательском институте хирургии сердца ранее были установлены нарушения. Из-за бездействия руководства пожарная служба провела повторную проверку, в результате которой был наложен максимальный штраф в 23 тысячи сомов. Там были нарушения по отсутствию огнетушителей, по неправильной подсоединению электропроводки, по захламленности проходов, по закрытию 2-го резервного эвакуационного пути. То есть все те нарушения, которые фактически усугубляют любой пожар. По факту возгорания в Национальном исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов Первомайским УВД было возбуждено уголовное дело. Малик Аюпов, Руслан Бароненко, ЛТР Бишкек.